В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Мобильный хирургический центр Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи был создан в начале этого года. Минздрав Якутии запустил проект в рамках реализации послания главы республики Айсена Николаева. Проект направлен на доступность медицинской помощи в отдаленных районах. О работе мобильного хирургического центра мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мобильная хирургическая бригада работает с января текущего года. Расскажите, в каких районах они уже побывали? На сегодняшний день мы закончили работу, и мы побывали в 12 районах, и у нас было осуществлено 19 выездов. То есть некоторые районы мы ездили по несколько раз. Невозможно за один раз охватить все население, поэтому вот в Нерюнгринский, Алданский район мы ездили уже по 3 раза. Это крупные районы, а в целом охватили 12 районов. Какая хирургическая помощь оказывается пациентам? Насколько сложные операции можно делать? Тут надо сразу отметить, что мы исходим из потребностей конкретного района. У нас центральные районные больницы, они, несмотря на то, что вроде бы все одинаковые, они все разные, и по оснащенности, и по количеству врачей, и по видам специальностей. Поэтому потребность, она как бы плавает от района к району, поэтому перед выездом заблаговременно мы отрабатываем центральные районные больницы в части необходимого количества специалистов и, скажем так, специальностей, которые должны поехать по видам операции, определяемся и уже, соответственно, формируем бригаду, которая у нас будет выезжать. Неизменно у нас ездят травматологи-ортопеды в части проведения эндопротезирования тазобедренного сустава и различных травматологических операций. У нас ездят отоларингологи, это при искривлении носовой перегородки, это ездят специалисты ультразвуковой диагностики, это специалисты эндоскопической службы нашей, хирурги для проведения лапароскопических операций, колопроктологи наши, анестезиологи в обязательном порядке. А как проходит отбор пациентов? Кто на каком уровне этим занимается? Это по-настоящему такая кропотливая работа, которая начинается сильно заранее, где-то за месяц примерно, до определения даты приезда. Центральная районная больница выбирает пациентов, которым необходима медицинская помощь, то есть по нашим профилям, по нашим видам, проводит обследование пациентов на месте, согласно приказу Министерства здравоохранения. Далее мы проводим консультацию этих пациентов дистанционную, для того, чтобы определить, действительно ли пациенту нужна эта операция, и нужна ли она на базе центральной районной больницы, или лучше отправить его к нам в республиканское учреждение, потому что тоже не всех пациентов можно соперировать в районе. Есть определенные ограничения в этом отношении. И уже после этого, после формирования этого списка пациентов обследованных, мы выезжаем на место и уже на месте проводим повторный осмотр пациентов, потому что все-таки безопасность оказания медицинской помощи наших манипуляций, она стоит на первом месте. И если есть риски несоизмеримые, все-таки этих пациентов мы не оперируем на месте и отправляем в город Якутск. А каков состав мобильного хирургического центра и от чего он зависит? Как я уже сказал ранее, он зависит от потребностей района в специалистах. И это если посмотреть, в общем и целом, это все специалисты, которые работают на базе Республиканской больницы номер 2. Мы не ограничиваем себя какими-то определенными отделениями. И если в каком-то районе нужен для консультативной помощи кардиолог, например, у нас были такие районы, мы брали с собой кардиолога, хотя это не хирургический профиль абсолютно. Да? Какие-то районы, такие как Нерюнгринский район, там, где есть ангиограф, у нас ездят наши ангиохирурги. То есть, а в другие районы они не ездят, потому что там нет ангиографа и нет смысла их привозить. Но опять же хочу сказать, что травматологи у нас ездят во все районы, потому что определенная очередность сформированная в части эндопротезирования коленных или тазобедренных суставов и ее ликвидации, они у нас выезжают. И на сегодняшний день у нас травматологи выполнили уже 67 эндопротезирований. Это солидная такая цифра, очень серьезная. Колопроктологи выезжают, у нас там тоже порядка 80 операций на прямой кишке, например. Это тоже момент такие. Искривление носовой перегородки, более 180 операций произведены. То есть и все эти люди должны были приехать в город Якутск. Без того нагруженную республиканскую больницу номер 2, соответственно, мы на себя их не вызвали, мы соперировали их на месте. Есть категория пациентов, которым просто сложно выехать по определенным условиям. Это возраст, это ограничение подвижности, движения. У нас были случаи, я ранее уже как-то говорил об этом, лежачие пациенты, которых очень сложно транспортировать в город Якутск. И, конечно же, проведение оперативного вмешательства на месте, это великое дело для них и большое благо.
Да, действительно. А бывали ли случаи проведения экстренных таких вот незапланированных операций вашими бригадами? Конечно, когда они находятся на месте центральной районной больницы, в случае возникновения какой-то вот нештатной ситуации, да, экстренных пациентов, наши врачи никогда не отказываются, не говорят, что это там экстренный больной, не плановый. Вот они всегда идут на операцию, если есть необходимость такая, и помогают нашим специалистам. Помимо прочего, мы также выезжали в районы в части оказания экстренной медицинской помощи. Вот в рамках мобильного хирургического центра, вот Верхоянский район у нас был, там мы провели, по-моему, 4 операции, серьезные операции: перелом шейки, плеча, перелом бедра, эндопротез поставили, перелом голени сложный был. Это политравма в Алданском районе мы выезжали, когда ДТП произошло там. Вот, то есть помимо тех случаев, которые возникают при выезде, мы стараемся еще помогать, выезжая помимо плана, скажем так. Ну и выезд в районы опытной бригады хирургов — это еще и возможность местного персонала поучиться. Да. Скорее всего, какие-то мероприятия проводятся тоже. Вообще, вот этот момент мы его немножко опускаем, да, и не замечаем. Но проведение вот таких мастер-классов, да, и обмен опытом — это очень важно по-настоящему. Потому что врачи в центральной районной больнице, несмотря на то, что они все-таки выезжают на обучение, проходят какие-то специализации, сертификации, но эти виды операций они не проводят. И по большому счету все операции, которые проводим мы в центральных районных больницах, при определенном желании, опыте, да, и можно проводить в районе этими же специалистами. Поэтому, конечно же, мы обмениваемся там и организационными моментами, и техническими там моментами. И, то есть непосредственно в рамках проведения оперативных вмешательств, подготовки пациентов, анестезиологических пособий, то есть очень сложные анестезиологические пособия наши анестезиологи дают. Все это как бы повышает квалификацию специалистов на местах. Бывают ли случаи, когда операцию пациенту все-таки рекомендуют провести именно вот в Якутске? Да, бывает, конечно, бывает, потому что пациенты бывают с очень серьезной, тяжелой сопутствующей патологией. И, конечно же, рисковать здоровьем пациента мы не решаемся. Все-таки направляем его в город Якутск, в нашу больницу республиканскую, потому что все-таки мы оснащены по-другому. Там наша операционная, наша реанимация, наши специалисты здесь. Да, поэтому любое проведение оперативного вмешательства, особенно в плановом порядке, это в первую очередь минимизация всех рисков для пациента. Вот. В экстренном случае это другое совсем. Да? Мы берем пациента, несмотря на сопутствующую патологию и так далее. Но в плановом порядке нужно максимально минимизировать риски, то есть практически их нивелировать, полностью убрать. Поэтому если вдруг у нас у специалистов возникает какое-то ощущение или риск какой-то, что во время операции что-то может пойти не так за конкретным пациентом, и мы не справимся здесь, конечно, этого пациента мы не берем. Мы направляем его в город Якутск, но хочу еще раз одну вещь отметить, что у нас выстроена система так, что когда пациент узнает, что ему нельзя соперировать здесь, и он направляется, он тут же, в этот же момент получает дату госпитализации, отделения, куда он должен приехать, какого числа и так далее. То есть не надо ему снова вставать в очередь, где-то проходить, он тут же получает отрицательный ответ, точную дату госпитализации. Да, тоже это удобно. И вот знаете, в удаленных районах, да, всегда такие вот идут молва у людей о том, что на местах хирурги не такие опытные, как приезжие или как у нас в Якутске. Так ли это или это все-таки неправда? Нет, это неправда. Абсолютно я могу точно сказать. Я в районе работал. Но и там специалисты хорошего класса. Другой вопрос, что у нас все-таки в республиканских учреждениях специалисты, они такие узко заточенные. А взять какой-то район, там хирург, он и травматолог, он и комбустиолог, он и торакальный хирург, да, и колопроктолог. Это все в одном лице, это все хирург общей практики. В республиканских учреждениях, учитывая, что уровень оказания медицинской помощи у нас выше, все-таки мы высокотехнологичную медицинскую помощь оказываем, конечно, у нас узкоспециализированная медицина. Но это нормальное строение любой структуры медицинских организаций во всей Российской Федерации, во всем мире. Поэтому специалисты там не хуже нисколько, они просто более такие разноплановые, с широким, да, все-таки больше настроены на оказание экстренной медицинской помощи, да. Охватить неохватное, скажем так, необъятное, да, и быть специалистом во всем невозможно. Это понятно, поэтому всегда будут больные, которых необходимо направлять в город Якутск. А вот еще интересно, какой из самых удаленных, возможно, арктических районов посещали ваши бригады? Верхоянский район. Учитывая, что это пилотный проект у нас, да, и мы в этом году впервые его запустили, причем в таком формате он запущен впервые на всей территории Российской Федерации. То есть нигде больше на территории Российской Федерации в таком формате, в каком работаем мы, никто больше не работает. На Дальнем Востоке тем более. Поэтому для того, чтобы подводные камни где-то там
всплывают и так далее. Да. Мы на первых этапах решили взять все-таки районы с высокой степенью доступности, то есть транспортной доступностью, где авиасамолеты летают и так далее. Поэтому обслуживаем в первую очередь районы не арктической зоны, хотя вот вылетали в Верхоянск, например. Да. Сейчас у нас запланирована поездка в Жиганский район. Вот, мы планируем все-таки в Арктику зайти. Вот. И в следующем году уже начнем ездить по арктическим районам. Среднеколымск, скорее всего, еще какие-то там районы посмотрим. Но однозначно ограничений таких у нас нет. То есть выезжаем туда, куда надо выезжать. А еще какие районы планируется выезд, особенно в ближайшее время? В ближайшее время мы планируем выезд в Жиганский район. Вот уже подписан приказ, у нас готовится уже бригада. Мы планируем повторный выезд в Горный район. Вот, помимо прочего, у нас выезжает узким такая небольшая бригада в составе травматологов и ангиохирургов в Нерюнгринский район. У нас там еще остались пациенты, которым необходимо проведение эндопротезирования, исследования сосудов. Вот, поэтому на конец года где-то 3-4 района мы еще посетим. Каковы планы работы мобильно-хирургического центра до конца этого года? Все-таки выполнить все поставленные задачи, все объемы, которые он нас возложило Министерство здравоохранения. Мы должны их выполнить, мы их выполним до конца года. Сформировать планы на следующий год. То есть мы уже должны понимать, какие районы, и в том числе арктические районы, учитывая сложную логистику, мы должны поехать. Понять, не везде можно доехать в определенное время года, мы все это прекрасно понимаем, поэтому тут приходится еще и от погодных условий нам отходить. И продолжить наращивать эту работу, потому что нет цели такой останавливаться именно на тех объемах оказания медицинской помощи, которые мы сделали в 2024 году. Все-таки у нас в планах наращивать медицинскую помощь и сделать так, чтобы по итогу пациентов становилось все меньше и меньше в районах. Потому что мы помощь им уже медицинскую оказали. Это ваш показатель качества. Что ж, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.